нас приветствовать фестиваль. Погода солнечная, располагающая к активной работе. И нам сегодня предстоит провести встречу в рамках подготовки к очередному раунду дискуссии по безопасности и стабильности Закавказья, беспокоящие нас моменты. В финале вызывает тревогу то, что в Грузии возобновили практику похищения людей. Был похищен студент Белоев, который выезжал по своим делам в соседнее государство, и нас очень беспокоит его судьба. Это очень негативный сигнал для нашего процесса, для дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Хотелось бы сегодня уделить этому существенное внимание. We consider the situation on the ground. В 2008 году именно грузинские войска атаковали Южную Осетию, вторглись на нашу территорию. И этот акт агрессии, собственно говоря, и активные действия наших российских союзников по принуждению агрессора к миру, а также подписание соглашений между президентом Российской Федерации Медведевым и Николя Саркози, они создали условия для запуска процесса постконфликтного урегулирования. Собственно, чем мы и занимаемся. И считаем, что именно эти моменты должны учитываться всеми сторонами при подготовке документа по применению силы в дальнейшем полномасштабного соглашения между сторонами. Probably talking about the case of Mr. Galoye. Yes. So we of course have discussed the case here. We have also raised questions regarding the case and the concerns expressed by Ossetian participants in our consultations in Tbilisi. I will not go into the details of those discussions because I think that would not be perhaps in the spirit of the consultations we're holding. But yes, individual cases, when they come up, are always also discussed if the participants wish to raise them. Вы говорите, видимо, о задержании гражданина Гулоева. Да, действительно, этот вопрос обсуждался и на сегодняшней встрече. Мы также поднимали этот вопрос и на консультациях в Тбилиси. Мы передали вопросы от юго-остинской стороны. В детали углубляться мы сейчас не будем. Однако хочется подчеркнуть, что когда есть какие-то отдельные индивидуальные случаи, если они возникают, действительно, да, они обсуждаются и на этих встречах, и в рамках женевских дискуссий. Today you have also discussed the preparation of non-use of force statement. Would you please tell us more about that? Yeah, I think this is one of the core central elements of the agenda and of the Geneva International discussions. It's very important that we move forward on this item. I think there is strong support for all participants to this item of the agenda. Principal support, and we are having this discussion on this for the last sessions, and we try to build consensus among the participants. So we have heard today the position of Chinguitvali on this issue, and we will hear ahead of the 67th the position of all other participants, and we hope that we will be in a position to make progress on these important issues during the next weeks and months. Да, действительно, вопрос неприменения силы является ключевым в рамках женевских дискуссий, и все участники дискуссий это признают и понимают. Мы обсуждаем эти вопросы на каждом раунде, и мы надеемся добиться успеха в этом вопросе. Работу эту необходимо продолжать. Мы обсуждали ее сегодня, она будет также обсуждаться в нашем 67-м раунде, и мы надеемся добиться определенных структурных, конкретных результатов в этом вопросе. Сегодня у вас предстоит